День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике, ну и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги уходящей недели, мы расскажем вам о самых интересных событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. Здравствуйте. Уходящая неделя омрачена трагичным событием. Министр МЧС Евгений Зиничев погиб в среду, спасая кинорежиссера Александра Мельникова на учениях в Норильске. Ему было всего 55 лет. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым в пятницу в Москве. Глава государства выразил свои соболезнования семье покойного. Кроме того, в церемонии прощания приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и многие другие. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Похороны Евгения Зиничева прошли в Санкт-Петербурге. Его похоронили на Северном кладбище рядом с родителями. Но Александр Мельников знаком якутянам по фильму «Территория», в котором снимались артисты Саха-театра. И в апреле 2015 года Александр Мельников, как режиссер этого фильма, представлял премьерный показ картины в Якутске. Главное событие республиканского масштаба. Президент России Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 12 городам России, в число которых вошел и Алдан. По словам президента, список городов трудовой доблести в России будет пополняться. Напомним, почетное звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Подобный статус даст городу возможность войти в федеральную программу, которая представляет строительство большого комплекса Площади Победы. Отметим, что Алдан занимает особенное место в истории республики. Это не только один из промышленных центров, но и город, внесший большой вклад в дело победы. Из 14 тысяч жителей на фронт ушли 11 740 алданцев. 7 призванных алданским военкоматом стали героями Советского Союза. Конечно, переживали, конечно, ждали. И еще бы! Мы ведь голосовали, просили голосовать своих родственников в разных городах. Сидели, ждали, мне говорили уже, ну когда? Когда уже будет результат? И вот он случился! Ура! Глава Якутии на этой неделе работал в Мирнинском районе. По итогам поездки Айсан Николаев отметил, что за 2 дня на северных территориях Мирнинского района была насыщенная рабочая программа. Айсан Николаев сказал, что Найхал и Удачный – это города, которые сегодня куют благосостояние республики благодаря добыче алмазов. По словам Илдархана, сейчас идет развитие компании «Алроса». С конца прошлого года начался тот самый подъем рынка, который сегодня позволяет говорить о том, что 2021 год для компании очень успешен, и это республика ощущает, в том числе и на своем бюджете. В этом году Якутия получит рекордные дивиденды, которые превышают дивиденды 2018 и 2019 годов вместе взятые. Но хочется, чтобы, конечно, еще лучше было для детей, для дошкольников, чтобы улучшили условия, ремонты делали капитальные в садах. Вот. Но это все делается, но, конечно, хотелось бы еще улучшения, чтобы на образование детей, дошкольников обратили большое внимание. Тем временем у жителей села Хараяла Холенёкского района настоящий праздник. Накануне там открыли современное каменное здание школы-сада. Оно построено на средства дивидендов компании «Алроса» и республиканской инвестиционной программы. С радостным событием жителей Холенёкского района поздравил глава Якутии Айсан Николаев и отметил, что жители села активно ставили вопросы строительства нового здания школы еще с окончания прошлого столетия. Глава пожелал воспитанникам, учащимся и педагогам школы-сада успехов и вручил коллективу школы сертификат на получение автобуса. Безусловно, образование детей наших – это одна из самых главных, наверное, сфер приложения сил государства. Я всегда считал и считаю, что наши дети, вне зависимости от того, живут ли они в отдаленном арктическом селе или живут ли в столице республики, они должны иметь условия для получения образования одинаковые. И, конечно же, укрепление материально-технической базы, строительство новых школ,
новых детских садов. Оно очень важно. Я очень рад, что сегодня в Оленёкском Харьялахе, на слеге Кирбе, построено такое замечательное красивое здание школы-сада по всем современным требованиям. Еще одно очень важное событие этой недели. Из Южно-Сахалинска в Якутск прибыл первый самолет «Бомбардье Даш-8Q-300». О том, куда он будет совершать полеты, да и вообще, но значимости приобретения авиакомпанией «Полярные авиалинии» данного воздушного судна узнавал Дмитрий Тымыров. Совершенно новый самолет «Бомбардье Даш-8Q-300» сегодня утром произвел посадку на аэродроме города Якутска. Полет прошел хорошо. Самолет отличный, без замечаний. А вообще ранее уже вы летали на таком воздушном судне и как вообще себя зарекомендовал? Но я в авиакомпании один из первых, который эксплуатирует этот самолет. Это получается с какого года? Мы с 2014 года эксплуатируем. Теперь самолет этого класса будет и у полярных авиалиний. Это стало возможным благодаря программе транспортной доступности и поддержки региональных властей. По поручению главы Республики Арсения Сергеевича Николаева у нас вот парк региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» пополняется такими вот новыми современными машинами. Данный вид воздушных судов был приобретен на замену старых Ан-26 и Ан-24. И по сравнению с ними у «Бомбардье» технические характеристики в разы лучше. Это тоже повлияло на выбор при приобретении судна. Имеет лучшие летно-технические характеристики, чем у Ан-24, особенно на дальние расстояния. Например, до Тикси он может взять 34 пассажира в одну сторону, тогда как Ан-24 берет 21 человек. Максимальная дальность 1800 километров, тогда как у Ан-24 этот показатель составляет 900 километров. Ну и топливная эффективность в 2 раза лучше. Ну и, конечно, это очень комфортный, современный самолет для пассажиров, безопасный самолет. Специально для полетов на данном воздушном транспорте все лето команда пилотов проходила обучение за границей. Но обучение проходили в городе Мадрид, Испания. Были направлены в конце мая, 2 месяца обучались. Проходили там теорию, изучение системы и также тренажер, и отказы на тренажерах. Нас было 4 человека, 2 командира, 2 вторых пилотов. Успешно прошли теоретическое обучение и тренажерную. Получили документы, приехали в родной Якутск. Сейчас здесь проходим практику в авиакомпании «Якутия», отлетываем положенные часы. А пока воздушное судно по договору субаренды будет эксплуатироваться авиакомпанией «Якутия». Об этом нам сообщило руководство полярных авиалиний. Первое время для прохождения процедуры включения в сертификат эксплуатанта нового типа самолета «Бомбардье Даш-8Q-300». Первое время самолет будет эксплуатироваться на правах субаренды авиакомпании «Якутия». В последующем, после ввода в строй наших пилотов, мы уже будем самостоятельно эксплуатировать самолет. В настоящее время у нового судна уже есть круглогодичный доступ в 12 аэропортам республики и сезонный с декабря по апрель еще в 10. Это связано с тем, что «Бомбардье» требователен к качеству взлетно-посадочной полосы. Поэтому в Момский и Верхневилюйский аэропорты доступ пока отсутствует полностью. Туда новое судно полетит лишь после проведения на местах определенных работ. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. День города празднует столица в эти выходные. В честь 389-летия со дня основания города Якутска состоялось чествование огнеборцев-добровольцев, которые приняли участие в ликвидации лесных пожаров на территории городского округа города Якутск. На территории округа в текущем году было зарегистрировано 11 природных пожаров. Около 150 добровольцев и волонтеров были награждены грамотами и благодарственными письмами. Сегодня я в лице вас, кого мы чтим, кому мы выражаем благодарность, хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие, кто сегодня не может быть здесь с нами. Спасибо вам за то, что вы были рядом, за то, что смогли внести свой вклад в этой битве за тайгу.
Тем временем в Хангаласском Улусе добровольцы, принимавшие участие в тушении лесных пожаров, начали получать денежное вознаграждение за работу. Суммы разные, но тем не менее. Как рассчитывают зарплату добровольцам, узнавала моя коллега Виолетта Засимова. В этом году на территории Хангаласского лесничества произошли 43 лесных пожара. В тушении 27 пожаров принимали участие добровольцы из числа местного населения, а также из города Якутска и других районов республики. Всего на борьбу с огнем мобилизовали 810 граждан. Всем им за их труд предусмотрена заработная плата. Расчетом ее размера в районе занимается оператор – компания «Атлант». И вот они все, вот эти 810 человек должны быть оформлены. За них все должно быть сдано. Зарплата должна быть начислена, налоговые должны отчитаться и во все фонды отчитаться мы должны. Вот это моя работа. Принцип расчета заработной платы добровольца следующий. После того, как пожар ликвидирован, составляется табель с указанием, кто и сколько часов проработал. Затем добровольцы предоставляют документы, копию паспорта, СНИЛСа, ИНН и данные банковской карты. Табели копии документов перенаправляются оператору Юрию Яковлеву, который всю полученную документацию обрабатывает, рассчитывает и отправляет в Якутлесресурс, после чего, если все верно, происходит начисление заработной платы. Если пожар был менее 3 дней, за 3 дня был потушен, то зарплата у мобилизованных 273 рубля в час. Если более 3 суток тушение пожаров происходило, то зарплата складывается из расчета 219 рублей за час. На сегодняшний день оплата прошла по 3 лесным пожарам, возникшим на территориях Жимконского 1, Качекатского и Синского наслегов. Например, жители села Тетебя Евгений Конников и Сергей Протодиаконов в начале июня участвовали в качестве добровольцев в тушении лесного пожара площадью 5 гектаров. Тогда с огнем боролись 46 добровольцев. Пожар удалось локализовать за сутки. Получили 13 августа 4860, кажется. Как считаете, это достойная оплата за один день работы на тушении пожара? Это очень достойно, да. Но есть и те, кто отказывается от заработной платы. Например, молодой человек по имени Александр Цабут. Этим летом он работал добровольцем на тушении лесного пожара в своем родном Качекатском наслеге. Он написал заявление, согласно которому, где написал, что я отказываюсь. Прямо сформулировал так, что я отказываюсь от зарплаты, потому что я работал не ради того, чтобы заработать, а чтобы, как помочь своему наследию. Прямо такое заявление написал. Если человек написал, конечно. Я думаю, это, да, молодец парень. Конечно, все равно оплачивать надо, это же тяжелая работа была, пожар. Но в данном случае молодец парень, который вот так сделал. И мы его обязательно поощрим, думаю, в конце, когда уже все это подводить итоги будем. На данный момент идет проверка документации по 20 лесным пожарам, на которых работали добровольцы. 3 пожара уже оплачены, еще по 4 пожарам идет сбор документации на местах. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Якутия. День за днем. Как говорится, не все герои носят плащи. На этом мы прервемся буквально на пару минут и обязательно продолжим. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу. За его судьбой с огромным волнением следят многие жители республики и не только. Эта история началась еще летом. Многие, проезжавшие по автодороге Лена возле города Тында, встречали медведицу с 2 медвежатами. Потом один из них погиб под колесами авто, а мать-медведица бесследно исчезла. Оставшийся звереныш, судя по появившемуся видео в социальных сетях, явно ранен. На призыв о помощи в его поиске незамедлительно откликнулись представители Фонда защиты диких животных из города Пермь и прибыли в Нерюнгри. Подробности далее. Поисково-спасательная группа из города Пермь в составе 3 человек прибыла в столицу Южной Якутии, чтобы отсюда уехать до Тынды. В группе биолог-охотовед, он же профессиональный адвокат по вопросам ответственного обращения с животными, ветеринар и руководитель Фонда защиты диких животных. Мы планировали приехать сюда в любом случае, на территорию Якутии, для того, чтобы оказать помощь животным, которые пострадали в пожарах. При этом
планировали, конкретно наша группа планировала выехать чуточку позднее, там, ну, пару дней позднее, но когда местные жители узнали о том, что здесь работает группа по оказанию помощи животным, начались массовые просьбы от местных жителей о том, что есть медвежонок, который нуждается в помощи, который травмированный, который, ну, очевидно, не выживет без помощи человека. Группа экстренно среагировала на просьбы о помощи животному и сразу вылетела в Якутию. Следует напомнить, что в России очень мало специалистов, которые занимаются бурыми медведями. У бесстрашных девушек из Перми имеется опыт поимки дикого животного, а именно бурого медведя. Потому как мы видим эту ситуацию, медвежата уже достаточно человекоориентированы. Поэтому в первую очередь мы будем пытаться их приманить на корм, так, чтобы это было менее травматично для медведя. Если мы увидим, что все-таки животное не ориентировано на человека, достаточно дикое, у нас есть с собой специальное оружие, которое отстреливает дротиками с анестезией, после чего уже, когда животное заснет, помещается, осматривается, помещается в клетку, какие-то манипуляции проводятся, выводится из анестезии, если мы его отпускаем там же на месте, либо мы дальнейшую транспортировку проводим и все необходимые манипуляции. Судьбой осиротевшего раненого животного обеспокоились не только хатоведы Тынды, но и сами жители города. Последний раз медвежонка видели лежащим в канаве 6 сентября. Буквально вчера, по рекомендациям специалистов фонда, добровольцы снова выходили на поиски раненого животного, но пока никто не видел его следов. В стороне не встали и нерынгринцы. К поиску подключился известный фотограф-анималист Юрий Коковин. Причем он начал розыск еще в середине августа. 2 дня караулил медвежонка на автотрассе. Но, к сожалению, медведя не увидел. А потом, когда мне дальнобойщики, водители остановились, все, говорит, медведя ждешь? Я говорю, да. А он же, говорит, один погиб уже. Поэтому, говорит, она, наверное, вряд ли выйдет. Ну и я как бы чуть-чуть с разочарованием оттуда уехал. Он сирота. Это, если у них получится его изъять из природы, это, конечно, им респект и уважение этим людям. Потому что он обречен. Тут даже, я даже не 100%, а 102% говорю, что он обречен. Потому что, во-первых, он калека. Во-вторых, он еще не научила его мать делать берлоги. Его еще не научила, в общем, ситуация жизненная. И второе, самое важное, он с детства привык к подачкам. В случае, если за защитникам все-таки удастся отловить раненого звереныша, они уже знают, куда определят сироту. Мы видим картину, что он спокойно контактирует с людьми, и у нас есть эти фотографии, когда сидит по 3 человека, и он сидит рядышком. То есть, скорее всего, это медвежонок уже человекоориентированный, который всегда будет выходить в населенные пункты и представлять угрозу в жизни как для человека, но также и для медведя в том числе. Вот. Потому если он человекоориентирован, то, конечно, не идет речь о том, чтобы его выпустить в дикую природу, и это приют для медведей. Как раз приют для медведей планируем строить в Пермском крае. Жив ли еще оставшийся без матери медвежонок? Получится ли отыскать его в глухой тайге? Надеемся, приехавшим издалека молодым людям при поддержке местных добровольцев удастся это сделать. Мы будем следить за развитием ситуации. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Очень хочется верить, что эта история закончится благополучно, и бедное животное получит необходимую помощь и обретет новый дом. Перенесемся в Москву, где на этой неделе чествовали бронзового призера 16-летних Паралимпийских игр якутянку Степаниду Артахинову вместе с другими победителями Паралимпиады. Праздник спорта прошел в самом сердце страны у стен Кремля. Болельщики встретили триумфаторов яркой концертной программой, российскими флагами и, конечно, государственным гимном, которого им так не хватало в Токио. О том, как это было, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Российские паралимпийцы завоевали 118 наград, 36 из них высшие пробы. И сегодня Красная площадь, вся Москва чествует своих победителей и призеров. Вот они стоят на сцене. 9 лет мы этого ждали. Несмотря на все сложности, минуя все испытания, наши паралимпийцы доказали, они лучшие в мире. Максимальное количество наград, 4-е место в общем медальном зачете. 17 раз российские паралимпийцы обновляли рекорды в Токио. И сегодня Красная площадь дружно скандирует чемпионам. Спасибо. Я видел, как вы хотели сначала попасть туда, победить, и вы это сделали. Вы не только олимпийские чемпионы или призеры, вы люди, которые ярчайшим примером являются для всех нас.
В тяжелой схватке за медали под палящим солнцем Токио собраться и показать лучший результат — удел настоящих победителей. На трибунах японских арен из-за ковидных ограничений не было зрителей, но паралимпийцы все же чувствовали поддержку болельщиков. Держала связь с родными и завоевала бронзу, делится якутянка Степанида Артахинова. В смешанных соревнованиях по стрельбе из лука вместе с Баиром Шигаевым они победили команду Ирана со счетом 153-151. Мы ждали это 9 лет целых, да, но прошло очень-очень все быстро. Опомнилась уже все, что ли, подумала. Так, конечно, я не верила, пока я не начала стрелять квалификацию, потому что, ну, мало ли, все равно, что вот эти ковидные ограничения, мы каждый день сдавали пробы, и все равно какой-то страх был. Вместе со Степанидой Артахиновой под флагом Паралимпийского комитета России выступили еще две якутянки – волейболистка Алена Дмитриева и пловчиха Анастасия Диадорова. Каждая из них ждала Паралимпиаду, тренировалась и работала на медаль. Но на Токио 2020 россыпь наград обошла их стороной. Сборная России по волейболу сидя заняла 5-ю строчку. Анастасия вышла на 6-е место в заплыве на 50 метров. Ее здесь нету сегодня. Она все-таки переживает, отдыхает. Она, конечно, очень старалась, чтобы попасть в финал, но против семерок 6 классом делать нечего, конечно. Поэтому она очень переживает, но с одной стороны она была спокойна, она знала, что попадет в лучшем случае на финал. Паралимпиада – это прежде всего люди и их истории. Без рук и ног, но с титанической силой воли, с нарушениями зрения и слуха, но с железной хваткой. Каждый паралимпиец уже победитель. Пример безграничных возможностей человека. Токио 2020 был непростым, особенно на фоне пропущенных игр в Рио. Но теперь напряженная борьба позади. Нашим спортсменам нет равных. Не было понимания, что вообще произошло, да, но все равно я не эмоциональный человек, чтобы там что-то кричать. Так, сама по себе радуюсь и благодарю всех. Айсена Парнашова, Виктор Олесов, Москва. В преддверии Дня города, который столица республики отмечает в эти выходные, на территории озера Талое появились 2 новых арт-объекта. Это настенная роспись на фасаде жилого дома, а также креативный мурал на тепловом пункте. Подробнее в репортаже Марферины Алексеевой. Что не лето, серая городская стена многоэтажки или унылый тепловой пункт становится холстом для креативных решений арт-художников. Местность Талого озера уже негласно стала улицей арт-искусства. Например, мурал, выполненный в традиционном стиле мозаики. Исполнители росписи Самсон Атасыков и Степан Данилов. Эскиз композиции Самсон взял из работы своей матери, народной мастерицы Веры Семеновны. Так, традиционное якутское убранство для коня чапарак запечатлелся в одном из домов столицы. Она у меня мастер народного творчества чапарах. И по этому чапараху мы сделали эскиз. Изменили немного форму, чтобы он вписался в торец этого здания. Был вариант изобразить карася, еще вариант нарисовать девушку. Потом нам сказали, что девушек уже по городу слишком много нарисовано. На этом ребята не останавливаются. У молодых художников много идей. Бывают моменты, когда вот с другом ездим, смотрим на стены. Вот особенно самая красивая стена, знаете, где стоит тюз же есть напротив силуэта. Смотрим, думаем, вот бы туда что-нибудь нарисовать. Здание же все равно сносят скоро. И вообще идей много. В основном национальный колорит какой-нибудь сделать. Это как дизайн-код, считайте, грубо говоря, якутско будет. Еще одним новым арт-объектом в столице стал обычный тепловой пункт, также расположенный у Талого озера. На нем изображена девушка в 3 обликах, символизирующая, что под маской любого современного человека кроется глубинная связь с корнями. К слову, это изображение стало логотипом фестиваля Олонхо. Мне очень понравилось то, что ребята популяризируют здоровый образ жизни, что они популяризируют осознанность, экологию. Это классно, когда современная молодежь, она говорит, развивает, вернее, культуру именно якутскую. И мне понравился этот арт. И сейчас у нас есть общественное пространство здесь, на Талом озере. И мне кажется, что стоит такие общественные пространства окультуривать, скажем так. Жители столицы также оценили такое преображение. Это прекрасно, конечно, что именно уже искусством можно и влиять на стены. Это уже подсказывает на то, что уже хотя бы наша столица уже становится культурным. В общем, я бы хотел, чтобы в нашем республике было много таких мест, именно
где можно успокаивать себя, ну, для творческих личностей, как бы. Ну, еще побольше памятников хотя бы. На мой взгляд, очень это украшает город, побольше бы таких. И тут было просто озеро, и все в камнях, и не так красиво. Мы не замечали это озеро просто. И вот недавно вот построили, и вот красиво стало. Людей стало много. Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. Не помните, что единственный способ остановить пандемию – это все-таки, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.